«Царь хороший, а бояре плохие». Вы согласны с этим? В деятельности Владимира Путина есть немало ошибок, но есть и немало заслуг. Да, вопрос вот этот с обязательным преподаванием русского и факультативным преподаванием национальных языков – это ошибка. Рустам Минниханов отвечает за огромный регион, высокоразвитый, и на этот регион ведется наступление. Фактически откровенная рейдерская война ведется против Татарстана. И богатый регион Татарстан должен получать деньги из Москвы. И я никогда в жизни не видел Щеглова, никогда с ним не разговаривал и даже не знаю, кто это такой. Якобы консолидации русских вокруг Путина. Не надо обобщать татары. Татары разные. В нашем проекте «Реальные люди» сегодня мы поговорим о проблемах федерализма. В России создан Демократический конгресс народов этой страны. Он зародился как движение за языковые права. Максим Шевченко в ходе первого собрания этой организации довольно резко отозвался о законопроекте о добровольном изучении родных языков, назвав его фашистским. Буквально на днях Владимир Путин исключил Максима Шевченко из Президентского совета по межнациональным отношениям. У нас в гостях журналист и общественник Максим Шевченко. Добрый день, Максим. Добрый день. Как вы думаете, ваша характеристика законопроекта о добровольном изучении родных языков и исключение вас из Совета по межнациональным отношениям, они как-то взаимосвязаны? Я не исключаю такую возможность, хотя со мной никто из чиновников администрации президента или Магомед Салам Магомедов, глава Совета, не выходил на связь, не обсуждал это. О том, что я не являюсь членом Совета, я узнал, собственно говоря, из информационного сообщения ТАСС. То есть такая манера есть вообще в администрации президента, что с тобой никогда никто ничего не обсуждает и так высокомерно себя ведут, как с каким-то просто таким вот, как бы, червем, которого можно взять и выкинуть. Но так как мы не черви, мы свободные люди, я с благодарностью отношусь к президенту за то, что я 6 лет проработал в этом совете, толку особого от этого я не видел, в отличие от работы, кстати, в Совете по правам человека. Потому что Совет по межнациональным отношениям, он, как говорится, действует по принципу «чего изволите». Я, естественно, как вы сами понимаете, таким принципом в жизни не руководствуюсь. И, по крайней мере, точно один раз я использовал Совет для решения проблем Дагестана, когда в Астрахани я высказался по проблемам Дагестана, по Абдулатипову. Тогда президент меня поправил, сказал, это не совсем тема нашего заседания, но спасибо вам. И это, я считаю, тоже тогда увидела вся страна, Дагестан, и это как бы привело к переменам в Дагестане кое-каким. Но так в целом, я думаю, что да, это связано с моей позицией по закону об добровольном изучении национальных языков, который я считаю, может быть, не фашистским, я, может быть, и переборщил, но, в общем, безусловно, антидемократическим, нарушающим гражданские права, свободы народов России, граждан России и разрушающим принципы федеральных отношений. Наши читатели часто задают вопросы, которые интересуют их по поводу вас. Они нам пишут, что вы относитесь к российской власти следующим образом. «Царь хороший, а бояре плохие». Вы согласны с этим? Я не согласен, потому что я так отношусь. Я просто имею дело с реальностью, а не с интернет-фантазиями. Я реально борюсь в реальном пространстве, имею дело с реальной администрацией президента, контактирую с ними. Я достигаю результатов конкретных, ставлю перед собой конкретные задачи. Многие люди, которые меня критикуют, на самом деле живут в своем виртуальном пространстве и не занимаются тактической борьбой, не занимаются борьбой оперативной, если угодно. Но они как бы не любят произвол и беззаконие, которые царят в Российской Федерации. Я их тоже терпеть не могу. Но я действую в реальном поле, защищаю реальных людей. Вот Расулу Кудаева, сидящего в «Черном дельфине», требую расследования убийства журналистов в Дагестане, выступаю против закона о языках. И, честно говоря, если я буду подобно интернет-воякам кричать на всех углах и поливать грязью президента России, это не только не
решит конкретные задачи, которые я ставлю перед собой, а, скажем так, сделает их просто невыполнимыми, потому что просто со мной не будет контактировать никто. И как бы я стану абсолютно токсичен. Поэтому я, еще раз подчеркиваю, я с уважением отношусь к посту президента Российской Федерации. Я считаю, что в деятельности Владимира Путина есть немало ошибок, но есть и немало заслуг, как в деятельности каждого серьезного политического лидера. Действовать и жить в рамках абстрактной мифологии я просто не имею права. Потому что я, еще раз говорю, занимаюсь конкретной политикой и конкретными политическими вопросами. И человеческими вопросами. То, что бояре плохие, бояре разные. Есть бояре вменяемые, и там наверху, поверьте, тоже. Есть бояре невменяемые. Дело в том, что мы живем в эпоху постмодерна, и никакой единой концепции государства в России абсолютно не существует. Все основывается на человеческих отношениях. И эти человеческие отношения являются в России фундаментом и залогом успешных политических действий. И действий по спасению или по помощи конкретным людям. Поэтому этот вопрос вообще не имеет отношения к реальности. Я не живу в интернет-пространстве, и мне, честно говоря, все равно, как относятся к Путину те люди, которые Путина никогда в глаза не видели, которые никогда не вынуждены были решать вопросы проблем жизни заключенных, там, не знаю, договоренности с силовиками о спасении людей, но сидят у своих компьютеров и поливают грязью Путина. Ну, это их судьба, пусть они дальше продолжают жить в матрице. Вот вы говорите о том, что у Путина тоже есть свои ошибки, которые он совершает. Вот в частности, его этническая политика, языковая политика и последние вот эти инициативы, которые мы наблюдаем в публичном пространстве, их можно считать за ошибками Путина? Да, это очень серьезные ошибки, на которые я открыто, не оскорбляя президента, как многие другие, ему указал в публичном пространстве. И я считаю, что да, вопрос вот этот с обязательным преподаванием русского и факультативным преподаванием национальных языков, это ошибка очень серьезная. Если это не ошибка, то это продолжение политики по созданию в России государства-корпорации и уменьшение политических и национальных прав граждан. Потому что, собственно говоря, право на изучение языка – это право, заложенное в самой системе еще Советского Союза. Лениным она опирается на ленинскую позицию о том, что нам не надо навязывать изучение русского языка, но надо организовать изучение языков национальных. Это было транслировано в том числе в политическое и конституционное поле Российской Федерации. И сегодня в каких-то пропагандистских пиар-целях, я думаю, это одна из версий, делается ставка на так называемую мобилизацию русского большинства вокруг Путина. Это делается грубо и примитивно за счет стравливания русских с другими народами, которые по численности сильно уступают русским. Скажите, пожалуйста, Поэтому я договорю, Рамазан, да. Извиняюсь. Поэтому, да, я считаю, это серьезно. Если это не ошибка, тогда это политика, которая, на мой взгляд, вполне может обозначаться как антинародная и антироссийская политика. С такой политикой я согласиться не могу ни в коем случае. Скажите, пожалуйста, вот в последнее время очень часто говорят о создании единой российской нации. И в ситуации, когда, например, в Татарстане два госязыка, один госязык обязательный для всех, другой становится факультативным. В этих условиях это не мешает созданию единой российской нации? Неправильно ли было бы, наоборот, мотивировать народ, чтобы они были удовлетворены, и чтобы таким образом они чувствовали себя дома, в своей стране? Задача нации не удовлетворять кого-либо, задача нации давать людям гражданские права и свободы. По крайней мере, такая задача стоит в 21 веке. Поэтому я лично полагаю, что под словосочетанием «российская нация» мы подразумеваем совершенно разные вещи. Власть и обслуживающие ее пиарщики подразумевают управляемую массу подданных, которые подчиняются слову царя, это вы употребили слово царь, и которые считают царя символом России, как это сказал Вячеслав Володин, спикер Думы. Путин – это Россия.
Это вот их концепция нации. Моя концепция нации – это сообщество людей, наделенных правами и свободами, проживающих на одной территории, и язык тут не является ключевым фактором. Потому что язык – это вообще средство коммуникации, которое власть специально навязывает изучение только одного русского языка, для того, чтобы не вести разговор о правах и свободах, но в сознании людей замещать права и свободы ощущением общности. Подчеркну, слово «ощущение» тут является ключевым. В реальной нации, гражданской, в нации, которая наделена правами и свободами, каждый человек, нет никакого ощущения общности, кроме юридического, а стало быть и политического. Нам комфортно живется в стране не потому, что наша сборная миллионеров побеждает там, или выходит в четвертьфинал, или нам организуют Сочи, или нам организуют праздники. Нам живется комфортно в стране, потому что мы можем развиваться, и у нас государство дает нам инструменты юридические, социальные, политические для развития нашего личного, развития наших семей или той общности, которой мы себя в голове причисляем, народа, например, или нации. Поэтому я сторонник российской нации, именно российской, подчеркну, как совокупности индивидуумов, наделенных гражданскими правами и свободами. И эти гражданские права и свободы должны быть гарантированы государством. И таким образом люди становятся лояльны к государству. Это контракт фактически. Но если права и свободы нарушаются, а государство вместе с тем заменяет права и свободы пиар-шумом и телевизионными манипуляциями, то какая это нация? Это не нация никакая. А это просто вот корпорация по типу южнокорейской, где сотрудники должны с утра кланяться начальнику, смотреть на его портрет на своих стенах, получать за это зарплату и жить достаточно, как говорится, комфортно, боясь потерять работу. В таком государстве я лично жить не хочу. Максим, вы знакомы с Рустамом Миннихановым? Конечно. Как вы думаете, Конечно. Его зигзаги в вопросе татарского языка – это попытка лавировать перед Москвой? Это такие же обвинения, как обвинения в мой адрес, что почему вы не критикуете царя, критикуете бояр. Рустам Минниханов отвечает за огромный регион, высокоразвитый, и на этот регион ведется наступление. Фактически откровенная рейдерская война ведется против Татарстана. Определенные силы, связанные с космополитическим капиталом, международным глобалистским капиталом, назовем вещи своими именами, пытаются захватить успешные и, в принципе, принадлежащие татарской элите предприятия и активы Татарстана. Поэтому ведется атака на финансовую систему Татарстана, ведется атака на промышленные сектора экономики, которые располагаются на территории Татарстана. В этой ситуации Рустам Минниханов является не интернет-блогером, который может себе позволить барабанить по клавишам и писать все, что угодно. Он и Ментимер Шарипович Шамиев и другие лидеры Татарстана как бы работают, действуют и борются в реальной политической ситуации. Они не революционеры, которым нечего терять, кроме своих цепей. Им есть что терять. И в личном смысле, и в смысле того, что за их спинами стоит миллионный регион. Самый высокоразвитый регион Российской Федерации. Поэтому я считаю, что Рустам Минниханов в стратегической перспективе защищает интересы Татарстана, а стало быть, интересы Российской Федерации, поскольку Татарстан сегодня является фундаментом защиты гражданских прав и свобод. То, что татарская интеллигенция, татарская власть встала на защиту языка, то есть на защиту федерализма, это и играет огромную роль в жизни каждого москвича, петербуржца, каждого русского человека. Поэтому я тоже поддерживаю борьбу татарских элит, татарского народа и считаю, что Рустам Минниханов, решая экономические задачи, политические задачи, финансовые задачи, а он борется со связанными руками. Пусть интернет-блогеры понимают, что все деньги забирают в федеральный центр, а потом должны они выпрашивать у федерального центра деньги. Богатый регион Татарстан должен получать деньги из Москвы. И если Рустам Минниханов эти деньги не получит из Москвы, например, то миллионы людей в Татарстане не получат зарплату, это бюджетники, не получат пенсии, начнутся социальные волнения. Поэтому каждый действует в той реальной ситуации, той игры ГО, если на то пошло, в которой он находится. Я считаю, что Рустам Минниханов достойный человек, достойный президент. Несмотря на трагическую потерю сына, он не сломался, а продолжает
бороться за Татарстан и за татарский народ. Ну, а критиковать можно каждого человека, в том числе и там Рустама Минниханова. Но когда ты ни за что не отвечаешь за жизни и судьбы миллионов людей, ну, твоя критика, конечно, бывает легкой, острой и красивой. Но Минниханова критиковали вполне себе не интернет-пользователя, а вполне себе известные общественники, которые говорили о том, что Минниханов как-то не реагирует или слабо реагирует на давление на татарский язык в республике. Минниханов является прежде всего хозяйственником. На давление на татарский язык сильно реагирует Ментимер Шарипович Шамиев. Я считаю, что Рустам Минниханов и Ментимер Шамиев находятся в постоянном контакте. Я неплохо понимаю, как устроена ситуация в татарской элите. У каждого есть своя зона ответственности. Рустам Минниханов отвечает за финансовые институты, за экономические институты, за развитие региона, за инвестиции в регион. Ментимер Шарипович, который является одним из самых уважаемых политиков, и для меня тоже, в России, отвечает во многом и за вопросы культурного, национального развития, и за вопросы федерализма. Собственно, Шамиев является символом борьбы за федерализм, а не Рустам Минниханов. Рустам Минниханов является великолепным управленцем, одним из лучших глав регионов Российской Федерации. И что, собственно, в чем можно убедиться, просто приехав в Татарстан. Скажите, пожалуйста, вот вчера, буквально на днях, вчера, по-моему, появилась новость о том, что активисты обращаются в Генпрокуратуру по поводу того, что Татарстан сохраняет позицию президента. Вы знаете, что не понимаю все остальные республики уже отказались от этой должности, от этой позиции. Как вы считаете, сохранит ли Татарстан позицию президента? Это будет зависеть от храбрости и силы воли татарской элиты, в частности, тех, кто представлены в Госсовете Татарстана. И у меня последний вопрос по поводу предвыборной кампании, которая была, президентская предвыборная кампания. Вы были доверенным лицом кандидата в президенты России Павла Грудинина. В штабе Грудинина одной из ключевых фигур в Татарстане, в Казани, был Михаил Щеглов, которого многие называют татарофобом, шовинистом и так далее. Напомню, законопроект о родных языках, который вы сегодня назвали антинародным, стал реальностью в том числе благодаря стараниям Михаила Щеглова. Как все это соотносится? Вы в одной команде, при этом вы называете позицию, которой придерживается тот же Щеглов, фашистской или антинародной. Я никогда в жизни не видел Щеглова, никогда с ним не разговаривал и даже не знаю, кто это такой. Команда — это такое условное понятие, я ни в какой команде не был, я был доверенным лицом человека, который собрал на себя огромную энергетику, который бросил вызов капиталистическому, антинародному, бюрократическому режиму. И поэтому я понятия не имею ничего ни про Щеглова, ни про оппозицию. У меня есть моя позиция. Точно так же можно спросить Щеглова. Как вы находитесь, как вы были с Грудининым, когда там есть Максим Шевченко, который выражает вот такую вот позицию. Я думаю, что Грудининская коалиция — это была временная коалиция, которая решала совершенно конкретные задачи по борьбе и формированию некого такого единого фронта против путинской бюрократии и против космополитических и олигархических кругов, которые являются составной частью современной российской экономической и политической системы. Я даже не знаю, Щеглов относится к НПСР, по-моему, да? У меня с НПСР был жесткий конфликт, там были откровенные нацисты типа Андрея Савельева. Это был временный тактический союз, я их не оскорблял. Они развернули против меня травлю, кампанию. Савельев там со Стрелковым вообще там с ума сошли, на мой взгляд. Ну, я на это не обращаю внимания. У меня есть моя линия, которой я придерживался и буду придерживаться. Я представлял в коалиции Левый фронт, и Левый фронт занял сразу определенную позицию. Левый фронт был первой российской политической организацией, которая выступила против закона о языках. Можете в интернете посмотреть заявление Левого фронта по поводу закона о языках, который поддержал борьбу Конгресса демократических народов России
который находится в контакте и с лидерами этого конгресса, и с его деятелями. И поэтому с Щегловым разбирайтесь сами. Не навязывайте мне никакого Щеглова. Я в глаза этого человека не видел, понятия не имею, кто он. А взгляды, которые вы описали, я считаю фашистскими и откровенно просто вредными. Поэтому у меня своя правда, а у Щегловых всяких там какие-то свои фантазии. Стараниями Москвы, скорее всего, с нового учебного года в Татарстане татары должны будут писать заявление, чтобы учить свой родной язык и государственный язык Республики Татарстан. Как после этого татары должны относиться к Российской Федерации? Я считаю, что вы неправильно противопоставляете татар Российской Федерации. Я выступаю за солидарность татар, русских, адыгов, там, не знаю, лакцев, всех других. Я считаю, мы должны единым фронтом формировать фронт борьбы за демократические и гражданские права, неотъемлемой частью которой являются национальные права. Кто хочет, тот пускай пишет заявление. У кого хватает силы воли и силы духа отказаться от этого, тот пусть не пишет. Я призываю не поддаваться этому закону. Закон меняется. Мы знаем, что первое чтение закона, которое представляла красотка Алена Аршинова, оно было откровенно антинародным. Столкнувшись с протестами, и в частности с деятельностью Конгресса народов, Демократического конгресса народов России, Единая Россия пошла на попятный, власть пошла на попятный. И во втором чтении, которое представлял Вячеслав Никонов, там уже какой-то, по крайней мере, мы законопроект не видели, но мы слышали слова господина Никонова о том, что нет, все будет обязательно, национальные языки, еще прибавим финансирование, все будет нормально. Поэтому давайте цыплят посчитаем по осени. Но я считаю, что любой гражданин России этот законопроект поддерживать не должен. Это была чисто конъюнктурная ошибка, которая была связана с предвыборными, как я понимаю, задачами якобы консолидации русских вокруг Путина. Но я не понимаю, зачем консолидировать русских не на позиции гражданской солидарности, а на позициях шовинистического превосходства над другими народами. Я считал и считаю, что изучение языков помогает ребенку, развивает его менталитет, и я выступаю за то, чтобы изучали татарский язык в Татарстане в обязательной сетке. Поэтому каждый родитель пусть решает за своего ребенка, за своего сына. Не надо обобщать татары. Татары разные. Есть татары, которые готовы, как говорится, этот закон поддержать за номенклатурную кормушку. А есть татары, которые бьются, сражаются и не боятся тюрем и как бы преследования, выступая против этого закона. Вот я поддерживаю этих татар именно, этих представителей татарского народа. Я знаю многие русские. Между прочим, в Татарстане, напомню, один из учителей школы местной, по-моему, еврей по национальности, не помню его фамилии, замечательный человек, просто прекрасный человек, выступил против этого закона, сказал, что в его школе этот закон исполняться не будет, когда были прокурорские проверки. Поэтому давайте не обобщать. Я вообще не верю ни в какую коллективной сущности, подобным там татары, адыги. В каждом народе есть разные люди, стукачи и герои, предатели и честные люди. Поэтому думаю, что позиция прогрессивной части татарской интеллигенции, в частности таких людей, как Руслан Айсин и других, она является, скажу таким языком, она является прогрессивной, важной с точки зрения защиты прав не только татарской культуры и татарского народа, но и русского народа. И с точки зрения защиты прав и свобод всех граждан. Поэтому еще раз, это борьба правильная. Я с этой борьбой, в этой борьбе пойду вместе с теми, кто эту борьбу ведет. Я член Демократического конгресса народов России, помимо Левого фронта. И полагаю, что это единственный путь защиты гражданских прав и свобод. То, ради чего мы должны двигаться вперед. Максим, спасибо, что были с нами. У нас в гостях Пожалуйста. По скайпу был журналист и общественник Максим Шевченко. Смотрите нас на нашем сайте edelreal.org, а также на наших страницах в соцсетях. До новых встреч!